Когда до начала весеннего половодья остается около месяца, на реки выезжают тракторы. С их помощью лед пилят и зачерняют углем. Таким образом его ослабляют, чтобы предотвратить образование заторов. В крайнем случае специалисты готовятся к взрывам. На превентивные работы запланировано в бюджете нашей республики 50 миллионов рублей. И в том числе взрывные работы, это полеты, это и превентивные работы характера. Мы закупили уже взрывные вещества около 120 тонн. Как будет проходить паводок, во многом зависит от состояния рек прошлой осенью. К примеру, в 2015 году от Якутска до устья Алдана Лена замерзла на минимальных уровнях, а выше по течению наоборот, на высоких. В результате этой весной есть возможность возникновения ЧС. Можно делать анализ в том, что выше города Якутска на реке Лена ледовой массы много, чем ниже города Якутска. Естественно, при ледоходе вот эта большая ледовая масса должна, пройти через территорию Намского улуса по реке Лена. Ну, могут быть там достаточно серьезные заторы могут быть. В этом году реки вскроются раньше привычных сроков, прогнозируют гидрологи. В зоне возможного затопления 121 населенный пункт. Большая часть из них приходится на бассейн реки Лена. Столицы региона в их числе нет. Одно из самых сильных наводнений Якутск пережил 50 лет назад. Тогда, в 1966 году, вода подходила аж до проспекта Ленина. После строительства дамбы вероятность затопления минимизирована. Но в зоне риска остаются микрорайон Даркылах и пригородные поселки. Список поселков с наибольшей вероятностью затопления насчитывает 22 пункта. Даже малейший затор здесь может привести к наводнению. Идеи с Намского улуса, да, постоянно при первой воде уходит. Село Арбен, село Кальбица, это по реке Лена, да. Есть населенный пункт Троицк, это по реке Влекма, на устье реки Влекма. Вот таких населенных пунктов, которые могут при первой же подъеме уровня воды оказаться затоплены, их 22. Больше 16 тысяч спасателей сейчас готовятся к безопасному пропуску паводка. Тренировки проходят каждый день. До начала вскрытия рек остается меньше месяца. Дмитрий Макаров, Роберт Набиев, Вести, Якутск.